Праге прошла демонстрация с целью привлечь внимание к нарушениям прав человека в Азербайджане, где открылись Европейские игры. Во время шуточного состязания по боксу поборник гражданских прав был близок к победе над милиционером, однако к тому подоспело подкрепление. По словам комментатора, это было нарушением олимпийского духа. Азербайджан широко раскритиковали за суровые репрессии в преддверии игр. Десятки диссидентов и журналистов содержатся в азербайджанских тюрьмах, в том числе Хадиджа Исмайлова, сотрудничающая с Радио Свобода, Радио Свободная Европа. Киев. Акция протеста владельцев уличных киосков прошла в столице Украины. Протестующие требовали встречи с мэром Виталием Кличко. Кличко объявил о планах по расчистке улиц от незарегистрированных киосков. Протестующие заявили, что это лишит их средств к существованию. В Одессе около 300 украинских активистов собрались перед главным зданием администрации на встречу с новым губернатором области, бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. После краткого разговора на улице он пригласил собравшихся перейти к вопросам-ответам. Саакашвили снискал аплодисменты на встрече 11 июня, заявив, что подойдет к вопросам модернизации подобно бульдогу, борясь с тем, что он назвал советскими структурами. В Пешаваре на северо-западе Пакистана протестующие сожгли индийский флаг и скандировали антииндийские лозунги. Протест последовал после комментариев премьер-министра Индии Нарендра Моди, обвинившего Пакистан в распространении террора на территории Индии. Протестующие также осудили индийский вооруженный рейд в Мьянме на этой неделе, в ходе которого они убили ряд исламских боевиков. В Исламабаде опечатано отделение благотворительной организации «Спасите детей». Международному персоналу велено покинуть страну, поскольку власти считают ее деятельность антипакистанской. Организацию «Спасите детей», отклоняющую выдвигаемые обвинения, Пакистан уже клеймил за тайную работу на ЦРУ. В городе Ирбиле на территории Курдского региона Ирака тысячи людей приняли участие в концерте в поддержку кампании ЮНЕСКО по защите культурного наследия. По словам курдской звезды, певицы Парваз Хусейн, главной достопримечательности концерта 11 июня, музыка и наследие объединяют людей. Кампания ЮНЕСКО началась в Багдаде в марте, после того, как боевики исламского государства намеренно повредили объекты всемирного наследия в Ираке и Сирии. В столице Косово на главном футбольном стадионе установлены мойки, на которых развешаны более 5000 юбок и платьев в память о жертвах сексуального насилия. По заявлению правозащитных организаций, около 20 тысяч женщин были изнасилованы сербскими военными в период между 1989 и 1999 годами. Этой инсталляцией отмечена 16-я годовщина развертывания сухопутных войск НАТО в Косове, защитивших этническое албанское большинство. Сербское военное подразделение отправилось из Белграда в Центральноафриканскую республику на смену коллегам из миротворческой миссии ООН. Сербские солдаты служат в настоящее время еще в 8 миротворческих миссиях ООН и ЕС в Африке и на Ближнем Востоке.